Дублирующая система, устаревшие нормы и формальные процедуры. Практически больше половины текущего документооборота функционирует именно так. Сейчас комиссия по дебюрократизации активно изучает, какие документы требуют необоснованных справок, какие процедуры можно упростить или автоматизировать. Это касается как работы госслужб, так и взаимодействия с гражданами. Дублирование мы видим массово. Почему? Потому что некоторые функции или полномочия раскиданы по госорганам. Они друг друга повторяют, это одна проблема, идет давление на субъект предпринимательства, к примеру, да, или на госорган даже. Во-вторых, никто несет ответственность, потому что ресурсы они разбросаны по госорганам. И как бы ответственности тоже нет, потому что одним вопросом некоторые госорганы разом занимаются. Да. Но самое проблемное дублирование – это когда идет давление на кого-то. В данном случае это проверки. К примеру, у Национального статистического комитета были требования и документы, которые повторялись. И в рамках изучения всей этой системы для ослабления бюрократии количество документов в Нацстаткоме комиссия сократила почти 2 раза. Вот то, что действующие отчеты, их 257, на утрату подается 120 и остается 137 отчетов. Но мы верим, что это тоже не предел. Это только Национальный статистический комитет в рамках дебюрократизации, он так первые результаты показывает. То есть здесь на утрату подаются те отчеты, данные, которые уже сидят в других отчетах, или те данные, которые можно получать в цифровом виде. Такая реформа в документообороте ожидает все госорганы и учреждения. Планируется перевести всю финансовую отчетность в электронный формат, а также сократить количество необоснованных проверок со стороны госорганов. Планируется систематизировать проверки субъектов предпринимательства государственными органами. Что это такое? Это вместо множества дублирующих, например, проверок, проверки планируется комплексно их объединять. Некоторые министерства, например, выходят на разные проверки, не зная, что другое министерство именно по этой же части уже проверку провела. То есть уже дублируют друг друга. А у нас задача стоит, чтобы если проверка уже прошла, другое министерство или ведомство уже они знают, уже получают информацию. А вот судьбоносные изменения планируется внедрить в службу антимонопольного регулирования. Сейчас эта служба занимается мониторингом ценообразования на рынках. Комиссия по дебюрократизации хочет дать этой службе либо новые полномочия, либо вообще расформировать. Предлагается наделить службу антимонопольного регулирования дополнительными механизмами регулирования, которые позволят запрашивать у субъекта предпринимательства обоснование, в частности, повышение цен на товары. Опять, чтобы понять, можно привести пример. Например, особенно под Новый год цены резко вырастают. И вот служба антимонопольного регулирования могут уже обоснованно запрашивать у них, почему вы это сделали, и уже хорошо регулировать цены. Классический пример, когда есть госорган, и непонятно, чем он занимается. Вот я руководству тоже докладывался, вам рассказывал. Вот антимонополия со своими задачами существует. И я говорю, как сегодня, этот статус-кво, нельзя его продолжать. Их или надо расформировать и заводить в Минэконом, потому что они, те задачи, которые есть, там, контроль ценообразования, практически нет, только мониторинг, да, там, и минимальные задачи. То есть их надо или расформировать, или надо наделять реальными возможностями, чтобы они работали. При выполнении работ по ослаблению бюрократии в стране некоторые госорганы оказывают сопротивление, как отмечает Аяз Баетов, практически все законопроекты, касающиеся сокращения бюрократических процедур, получают множество замечаний от министерств и ведомств. Некоторые из них безосновательные, и это тормозит работу. Просим их поддержать, продвинуть, потому что тот статус-кво, который есть сегодня, он вообще нельзя его. Поэтому основное сопротивление, которое мы видим, это именно через... Конечно, все так публично скажут, мы поддерживаем цифровизацию, мы поддерживаем то, но на практике это будет превращаться во что? Замечание твоих проектов, да? Но есть также и позитивные вещи. Я вот хотел все-таки, чтобы мы также хорошую часть отметили. Вот я сказал уже Министерство экономики. Вот Zero+, госуслуги, что наука должна зарабатывать, вот госуслуги для этого не меняют. Нас же науку уже оторвали от возможности зарабатывать деньги на научных вопросах.
систематизация проверок – это Минэконом. Таким образом, в долгосрочной перспективе дебюрократизация – это не только сокращение бумаги, это шаг к прозрачности, эффективности и доверию между государством и обществом. На днях данный пакет должен быть рассмотрен на 3-м заседании Межведомственной комиссии по мониторингу реализации указа президента о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы Кыргызской республики. Ахмер Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.